Друзья, мы продолжаем спасение животных из Якутска. Мы спасаем тех, кого успеваем спасти от гибели, от холода, от голода. Сейчас наступили сильные морозы, скоро будет еще хуже, там будет минус 50. Мало кто выживет в такие морозы, и шансов выжить, например, у щенков практически нет. Поэтому все зависит от нас, от людей, милосердных и неравнодушных. Друзья, только с вашей помощью мы можем спасти еще чьи-то жизни. Оставайтесь с нами, поддержите нас в спасении тех животных, которых мы успеем спасти. Без вас нам не справиться. Благодаря вам мы уже спасли очень многих. Так давайте же продолжим. Дина из подъезда. Диночке 10 лет. Собака очень умная. Понимает человека с полуслова. Терпит туалет, исправляет нужду только на улице. 2 раза в день, утром и вечером. Ходит на поводке. Но так как у нее возраст, и мы решили сдать анализ, для начала анализа крови. Ее надо обследовать. И предстоит еще сделать УЗИ внутренних органов, чтобы посмотреть ее самочувствие, ее состояние. Девочка Одри. Это необыкновенный ребенок с человеческими глазами, которая переболела страшной инфекцией и сейчас в данный момент восстанавливается на передержке с медуходом. Одри – это щенок скромный, стеснительная, умница и в то же время ласковая. Сейчас выдерживаем карантин и заново прививаемся.
Ну а в следующих роликах мы расскажем вам о наших подопечных, о Скифе, Алтае и Вике. Это наши кураторские собачки. На окраине города, в лесистой местности, в старой машине-развалюхе в мороз минус 33 градуса обнаружили мамку с 9 щенками. Вокруг не было ни людей, ни еды, один снег и обжигающий мороз. Мужчина, что обнаружил, нашел в своей этой машине-развалюхе и подкармливал пару дней хлебом, всего лишь хлебом. Но потом и он уехал. И эта собака оставалась со своими щенками в мороз совершенно без возможности выжить. Два сердобольных человека, Игорь и Татьяна, бросились на помощь этой семье. И в 4 часа ночи они поехали на спасение этой семьи. К их приезду в живых оставалось всего лишь 7 щенков. Остальные просто замерзли. Вот этот забор, кузов. Тут сразу ты и не найдешь в этой разрухе. Ну, вот здесь вот ее. Вот Лёшка. О, один остался, но он мертвый. Тепленький, но мертвый. Больше никого нет. Короче, больше никого нету. Но он еще теплый, она его грела, что ли. Маленький мой. Мамка очень худая, мамка-скелет, сама голодная, но пыталась согреть своим тощим телом своих детей. У нее плохо получалось. Молока у нее почти не было. Щенки постоянно пищали, потому что были голодные и жутко замерзали. Она не могла их успокоить. Хорошо, что помощь людей подоспела вовремя. Да, сейчас она в гараже, как бы временная передержка. Отогрелась, много ест, и дети теперь спокойны и сыты. Но гараж – это временное пристанище. Надо срочно вывозить мамку со щенками в Москву. Каша с фаршем, плюс я тут обрези. Вот девушка наша уже с ребятишками перемещена с машины. Каши принес. Давай осваивать. Она стрессует, поэтому она еще не понимает, она не знает, что такое дом. И нам, люди, очень нужна ваша помощь. Помощь нужна на дорогу, на перелет, а также на передержку в Москве. Пожалуйста, помогите этим собачаткам, помогите этим щеночкам. Пожалуйста, помогите этой семье, этим несчастным. Кроме нас, у них никого больше нет. Хорошо, она уже лоскутика. Она уже не боится, знает, что тут не обижают. Кто не бьет, о, поперли. 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 Они же красивые все. Все живые, всем тепло. Маме хорошо. Каша с фаршем всегда. Ты слоник. Девочка, слоник. Ну, ничего, поправишься, накушаешь. Конечно, дудонят, что делать. Мопсы мои. Ой, ой, ой. 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 Ой, это чьи пятки тут? Кто хочет, кто может участвовать в спасении этих несчастных. Реквизиты в конце этого ролика и в описании под видео. Благодарим всех, кто откликается на беду животных. Спасибо, друзья, всем.